столице Якутии начали работать первые ковид-фри зоны. И в местах общепита, по словам специалистов Минпреда, первые такие зоны открыли ночные заведения. Как туда попасть, выяснял Дмитрий Тымыров. В конце прошлой недели в столице региона 5 объектов общепита открыли зоны, свободные от коронавируса, где не действуют ограничения. На этой неделе этот список пополнился. По словам руководства Министерства предпринимательства, ковид-фри зоны в основном начали открывать ночные заведения. Кроме того, сейчас на подходе подписанию, присоединению к данному соглашению новых объектов, спортивных объектов, это фитнес-клубы. Заявки уже в наше министерство направляются, и за более подробной информацией можно обратиться на сайт нашего Министерства предпринимательства, где размещен реестр COVID-Free Zone. Между тем, жители и гости столицы разделились на два лагеря. Кто-то одобряет это, кто-то против новых правил. Ведь некоторые люди не привиты из-за состояния здоровья и не могут получить вакцину, а другие, наоборот, рады, что часть заведений будут без ограничений. Ну, те, кто вакцинировались, им-то хорошо будет. А тем, кто не вакцинировался, наверное, придется вакцинироваться им. Я вообще против такой системы, потому что, допустим, у меня медотвод, и вакцины у меня нет, но также охота отдыхать, сейчас тем более лето. Я за, хорошо, но потому что меньше людей будут заражаться в кафе. Ну, лучше так, когда пускают с ПЦР и с этим, с прививкой. Как сообщили в Министерстве предпринимательства, новый порядок работы не нарушает законы о персональных данных. Так что граждане при предъявлении QR-кодов не должны бояться этого. Ну, как вы видите, я вот специальный пример привожу. Здесь личных, персональных данных гражданина полностью не раскрывается. Присутствует только первая буква фамилии, первая буква имени, первая буква отчества. Ну и первые две цифры серии паспорта и последние 3 цифры этого паспорта. Начиная с этой недели нововведения вступили и по посещению административных объектов на территории республики. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Так, с сегодняшнего дня посещение занятых помещений органами государственной власти на территории Республики Саха-Якутия в городе Якутске осуществляется лишь только вакцинированным гражданам при предъявлении QR-кода. И, соответственно, если есть медотвод или поставлена одна вакцина, при наличии свежего ПЦР-теста. Отметим, что сегодня на территории столицы вакцины можно получить в поликлиниках бесплатно. Главное иметь на руках паспорт, полис и СНИЛС, независимо от места регистрации. Дмитрий Тымыров, Елизавета Васильева, Батый Горохов, Якутск.